Хлопзилка, добрый вечер. Добрый вечер. В эфире Гастагуанта. Когда речь заходит о проблемах, стоящих перед государством и обществом, и каждый из нас начинает загибать пальцы, то в перечень проблем в обязательном порядке войдут вопросы, связанные с правопорядком. Это и коррупция, и борьба с наркоманией, и аварии на дорогах, и много еще чего другого. И вообще криминогенная ситуация. В контексте нынешних выборов каждый из кандидатов в обязательном порядке проговаривает, что нужна реформа правоохранительной системы. И я думаю, еще и не раз скажет, учитывая, что у нас еще до выборов время есть, и агитационная кампания в самом разгаре. И тем не менее, сегодня у нас не кандидаты, а люди, которые действительно занимаются правопорядком. Да, сегодня у нас новое руководство МВД, это Рауль Лало и заместитель министра Алексей Ломия. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. О том, вообще, как видится вот эта реформа правоохранительной системы. Я понимаю, сейчас выборная кампания идет, все занимаются такой вот, нужно это, то, третье, десятое. И может быть даже некоторые люди там как бы и не очень как бы выдает обязательно как бы по максимуму. А вообще вот как все изнутри ощущается? Вот да, все, реформа, это, конечно, все красиво звучит, но в реальности там может быть куча всяких таких проблем, которые вот обычный обыватель, не только обыватель, может быть и политик не замечает. Вот люди, работающие вот в структуре МВД, у них тоже наверняка у вас есть свое видение. Вы смотрите и говорите, а вот здесь вот эта вещь лучше бы вот так была бы, работала бы, да, и здесь, может быть, у нас результат был бы другой. Вот как вообще смотрится вам все это? Ну, прежде всего, благодарим за то, что вы нас пригласили сюда. Инал, Ибрагим, большое спасибо. Передача ваша очень интересная и готовы в этом плане ответить и на вопросы, и обсудить те или иные вопросы. Конечно же, на слуху у нашего общества сегодня это вопросы, связанные с МВД. И это очень важно. Мы уже, как за себя говорю, уже больше месяца работаем. И, конечно, проблем в МВД немало. Но они были всегда. Вы знаете, что история МВД, нашего, абхазского МВД, сложилась после 93-го уже года. И во время войны сотрудники МВД в большом количестве принимали участие в нашей Отечественной войне. Ну и, конечно, после войны уже приходилось защищать, отстаивать. И большое количество сотрудников принимало участие в обеспечении безопасности самой границы. То есть занимались, мягко говоря, несвойственными себе функциями. Сегодня этот вопрос уже ушел на второй план, то есть на границе ситуация стабильная, границу охраняют российские пограничники, и сотрудники Министерства внутренних дел могут спокойно посвящать себя службе именно внутренними делами, заниматься. Что касается в самом целом, структура МВД она большая, и количество людей на сегодняшний день составляет более 1700 человек. Это много или мало вообще для такой страны, как мы? Вот как вы считаете? Сложно говорить по штату, то есть по штату у нас более 2600 человек, а по факту работает 2700 человек. Конечно, 1700. Да, 1700, извиняюсь, да, 1700 человек. Знаете, если брать зарубежные страны, в ту же Россию, например, в структуру МВД входит УКОН, да, это управление по обороту наркотиков, незаконному обороту находит. А в Россию оно не входит отдельно, а у нас входит. Потом ИВС, да, охрана ИВС, в тюрьмы, СИЗО. В России Минюст входит. У нас транспортная служба. То есть многие управления, которые выведены и в России, и за рубежом отдельно, они у нас входят в структуру МВД. И поэтому говорить о том, что это большое количество, конечно же нет. То есть брать, если по регионам, то в Гаграх количество должно быть больше, с учетом того, что летний курортный сезон, в Гале, в Кварчалах, там ситуация немного другая, меньше. То есть, А почему такой недобор? Это с чем связано? Самая основная проблема, это, конечно, низкая заработная плата. С 2009 года, 2008 года, когда была установлена фиксированная заработная плата, которая сейчас у сотрудников действующая,
она не менялась. А какая, если не секрет, просто чтобы знать порядок цифр? Ну, В среднем. в среднем она составляет 9-10 тысяч рублей. То есть есть 12-13. Это сутки через Это трое, за допустим, людям. Нет, выслуги и Каждый. так далее. Да, это сознание. зависит от звания, от выслуги. И то это вот, в среднем она составляет. Сотрудник милиции, он дежурит, а некоторые сотрудники ГАИ, ППС, они дежурят круглые сутки, и ночью, и днем. То есть, Особенно в летний период, наверное. особенно, конечно же, в летний период, да. Вот какой-то уже, в принципе, вы человек, в принципе, новый в этой должности, пришли с другой структуры. И я даже как бы обратил внимание, уже 2 месяца прошло, и вы первое, что сделали, это все-таки вот решили быть более открытым, в социальные сети зарегистрировали и стали напрямую общаться с гражданами, то есть о проблемах с правопорядком, те, что происходят. Но в какой-то момент я обратил внимание, что это Facebook, конечно, очень интересная, но и очень как бы опасная вещь, потому что там не только нормальные люди, но и очень как бы неадекватные люди. И неадекватов тоже хватает, и может быть несколько человек, они могут так испортить настроение. И там даже был пост ваш, в котором вы уже раздумывали, а может вообще отказаться от этого прямого общения, но потом себя переубедили, что все-таки нужно Мы общаться. отговорили. Да. Вообще, какой опыт у вас вот от этого? Все-таки оставим вот это негативное общение с людьми, которые, может быть, как бы не очень и дружат там с культурой, может быть, и агрессивны и так далее, но вот вы чувствуете, что некоторые люди все-таки вас понимают, да, и может быть где-то они вам говорят, вот сейчас здесь произошло какое-то там ЧП и так далее. Все-таки это такая быстрая реакция, это такая прямая связь все-таки. Иногда и дежурные машины не успевают, да, там где-то в Фейсбуке кто-то увидел про какое-то происшествие и, может, сразу сообщил. Ну, вы правильно подметили, что я перешел с другой структуры в Министерство внутренних дел и вот, работаю на этой должности. Раньше, какое-то время, вот 10 лет я отдал службе в Министерстве внутренних дел, то есть знаю структуру, вот, знаком со многими сотрудниками, потом долгое время трудился уже немного в другом качестве. Здесь уже, если касается Фейсбука, социальных сетей, конечно же, для меня было интересно, как этот социальный такой проект, да, то есть для меня интересно было понять, смогут ли люди общаться и выкладывать свои вопросы, проблемы, ну и в какой-то степени помогать нашему министерству, потому что, ну, вы понимаете, сотрудников Министерства внутренних дел недостаточно на сегодняшний день, и мне интересно было понять саму потребность. Давайте в чем, интерактивную такую конечно, общение. в чем потребность общества. Да, конечно, в какой-то момент я подумывал, потому что есть такие вот, как-то их правильно ников не называют, или как-то по-другому. Анонимы, да. Это, конечно, немного меня сбивало с толку, вот, но в конечном итоге я понял, что это тоже люди. Это тоже люди, и они тоже выражают в той или иной мере свое проявление. Да, конечно. Но это интерактив, он же не будет постоянно важен. Но вы сейчас просто отмониторить хотели Я настроение. хочу, да, отмониторить но обстановку. В дальнейшем это будет продолжаться, вы знаете, что... может, не вами лично, а вообще структура МВД, или там страницу создать, или еще там горячие линии есть, я знаю, у вас всегда были. Позвольте мне, да, МВД, да, вас, журналистов, не обмануть, да, наверное, была, если не закрытая, то может быть даже самая закрытая, да, структура в плане общения с журналистами. Это, конечно, недостаток в работе, да, нам бояться нечего. Мы действительно работаем и выполняем очень неблагодарную работу. И если ты сам о ней не будешь рассказывать, за тебя будет рассказывать кто-то другой. И как будет рассказывать, это уже, как говорится, увидишь, да. Поэтому я считаю, что давно пора было эту завесу снимать и выходить на прямой диалог. Вот. Мы там сразу организовали там пресс-конференцию, были очень сложные вопросы. Сразу в бой попали. Да, мы попали в такое перекрестие, вот, у меня даже голова разболелась после этой пресс-конференции. Но в итоге-то ничего страшного в этом нет. Нам указали на наши ошибки.
нам указали, где нам нужно поднатужиться, где нам нужно поднапрячься, куда нам нужно усилить внимание. Ничего плохого в этом не вижу. Конечно. Да, и в этом есть свой огромный плюс. Да. И... Алексей, вот у вас стаж работы непосредственно в МВД. 10 лет. Да, тоже 10 лет. И вот последние 10 лет, насколько понимаю. И поэтому я, может, сначала обращусь к вам, а потом все будем принимать дискуссии. Но какие основные, самые большие такие проблемные блоки, которые вот и в обществе есть, и связаны со структурой МВД, я имею в виду, сами перечислите, там ДТП, ситуация на дорогах, с наркоманией, я не знаю, с тюрьмой какие-то проблемы. Вот какие вот самые большие, самые вот глобальные проблемы и что с ними можно делать вообще? Какая ситуация дел вообще в этих областях? Ну, проблемы у нас везде. Да, то есть вот в какую область не очередность какую-то, может, выстроим? Да, я бы не сказал так, что как что-то можно поставить в первую очередь, что-то во вторую. Ну, там просто то, что на слуху. Да, самая, скажем так, распространенная и самая такая обсуждаемая тема, да, на сегодняшний день, конечно, это наркомания и аварийность на дорогах. Ну и коррупция, я тоже сказал бы, не менее обсуждаем, просто может оттуда все и проистекает, да, вот. Если взять, возьмем, давайте начнем прямо с ГАИ. Очень непростая ситуация у нас на дорогах, да, у нас неплохие дороги, да, если взять нашу республиканскую трассу. Ну, в городе я бы не сказал. Да, я говорю именно за республиканскую трассу. Она достаточно, там и полосы обозначены, и освещение есть, и асфальтировано. Уменьшились аварии именно на трассе? Да. Республиканской Вот я вам говорю, вот тут выхлоп странный. Да, вроде бы дорога хорошая, но это наоборот наших жеребцов подстегивает к тому, чтобы они начинают на дорогах выжимать самые запредельные скорости. Вот. А при всем при том, что она хорошая, там есть закрытые повороты, они начинают заходить. Вот. Если по статистике взять, да, на первом месте по аварийности у нас столкновения лобовые, да, и количество у нас смертельных исходов больше всего именно от столкновений. Ну, потом там уже идут остальные. Вот. Алексей, я хотел бы сказать, может, это мой дилетантский взгляд на эти вещи, вот и, Рауль, я к вам тоже хочу обратиться. Мне кажется, все-таки ситуация с ДТП наиболее легкая в смысле разрешения этой проблемы. Она тоже сложная, но по сравнению там, с наркоманией, с коррупцией, ее все-таки можно решить в более короткие сроки, мне кажется. То есть, в смысле, там, я не знаю, камеры, ужесточения. Мы же были у нас период, когда мы прекрасно пристегивались и ездили. То есть у нас нет такого беспредела в ментальности, что вот мы прям клинически не хотели бы вот ездить как положено и так далее, и так далее. Это же можно решить в принципе. Ну, основная причина это, конечно, скорость. Наши все водители знают правила дорожного движения. Они знают, что нельзя обгонять, они знают, что нельзя выпивать за рулем. Вот, они знают, что безнаказанность тоже бывает. Ну, вот в этом плане, конечно же, да. Неотвратимость наказания, она другого всегда... способа нету. В разных странах по-разному борются. Многие переходят вот на лежачие полицейские. Это есть страны, где лежачий полицейский практически на каждом таком промежутке, где можно разогнаться. Представляете, если мы по этому пути шли, не знаю, вот в той или иной степени оно, конечно, снижало такой вот скоростной режим на дорогах. Вот. Но наши люди выпивают в деревне, ездят многие и выпивают за рулем, и, соответственно, садятся после этого за руль. А здесь координация нарушается, здесь уже и скорость совершенно другая. Поэтому, конечно, вот это такой один из самых главных моментов. Ну, потом камера, она же не видит, что... Камера может зафиксировать, что была нарушена скорость, да, то есть и то она дает с каким-то опозданием, да, но она не даст такого, что за рулем едет там выпивший водитель. То есть он в какой-то степени проедет медленно, да, там под камеру, а потом опять может разогнаться. И вот в этом участке может уже произойти столкновение. У нас трасса республиканского, вот Алексей Кумфович говорит, она очень сложная. Вот там график, кстати, тоже показали по ДТП. Она очень тяжелая, узкая, и практически каждый обгон это риск. В некоторых моментах скорость движения составляет 60-70 километров. Но в какой-то степени это даже может приводить к каким-то вот таким вот сложным, потому что скорость может быть лучше там была, чтобы 80.
Вот. Сама трасса очень узкая, нигде нету двухполосного движения. И это приводит вот ко многим таким обгонам и смертельным исходам. Скорости машины у всех такие достаточно хорошие, современные, скорости у них большие. Вот. Ну и, конечно, скорость. Ну я бы обязательно добавил, пусть меня обвиняют в том, что я сейчас пытаюсь увести эту проблему от нас, но я в любом случае это скажу. Вот, Ибрагим, я слышал, что вы тоже бывали в Северной Ирландии. Да. Вот мне там в мае месяце довелось побывать там. Опыт изучали? Или Да, по работе? я как раз изучал опыт, и в том числе и дорожной службы. Да. Я просто буду говорить цифрами. Значит, население 1 300 000 человек. Зарегистрировано 500 000 автомобилей. И еще плюс 200 000 постоянно находится там. Ну, довольно большая страна, да, там, по нашим измерениям, если брать. Всего лишь 180 дорожных полицейских. Вот. Теперь перейдем в Абхазию, да, 250 000 жителей. Там камеры везде стоят. Везде я договорю. Да, значит, да, 250 000 жителей у нас, 40 000 где-то автомобилей у нас постоянно передвигаются, и 360 полицейских. То есть в 2 раза больше, ну, представляете, какое соотношение. Но вот эти полицейские, это те, которые там в кабинетах сидят или только на улице? Нет, это я говорю именно дорожные полицейские, которые работают, да. Вот. Теперь смотрим по результатам. Самое животрепещущее для нас это со смертельным исходом. Они довели цифру смертей на дорогах до 50-55 человек в год. У нас 60-70. Вот представляете, как вот я сидел напротив этого начальника полиции, да, дорожной полиции, и я просто восхищенным был, да, причем эти результаты именно ему вменяли, что вот он. Я ему задал вопрос: скажи, пожалуйста, ну как ты это сделал? Я хочу вот так, чтобы у меня на родине так же было. Он призадумался, человек сидит, который получает зарплату порядка 400 000 рублей в месяц. Его дорожные полицейские получают зарплату, ну, где-то в районе 200 000 рублей в месяц. Все нашпиговано камерами, да эти как его лежачие полицейские. Ну, да, я думал, что же он мне ответит. Он чуть-чуть призадумался и говорит: культура водителей. Культура водителей, да, вот я сейчас опять скажу, что я от сотрудника ГАИ увожу проблему, но это тоже. Я согласен. Это вы понимаете, наш правовой нигилизм, наше неприятие законов, оно сказывается, а потом вот какие мы получаем страшные результаты. Вот это оно и есть. Не, я согласен, что это действительно проблема, культура водителя, и это видно не только потому, как он ездит, а видно потому, как он может посередине дороги встать и разговаривать, или там припарковаться прямо на повороте. То есть иногда я вот так просто езжу и пытаюсь как бы даже, думаю, сделать замечание, а потом я вижу, что эти люди просто даже не понимают, что это вот что они делают. То есть это вообще как бы не только в правила дорожного движения не вписывается, но это вообще как бы не культурно как-то все это происходит, но тем не менее вот я чувствую, что очень многие тоже вот как бы, чем вот объяснять вот кому-то, почему он там посреди дороги, там 2 машины встала и перекрыла там, и да, и ты там слегка так сигналишь, да, мол, ребята, культурно съедьте, да, и они на тебя внимания не обращают, и ты понимаешь, что в принципе они даже и не понимают, что они делают. Может быть, это уже как бы здесь не только семья там и школа, здесь очень многое чего. Мы просто привыкли к тому, что это вполне нормальное явление. Вещь. Базисное должно быть соблюдение закона и неотвратимость наказания. Но с другой стороны, я смотрю на людей, которые в принципе, ну, многих-то я знаю, из каких семей тоже знаю, то есть достаточно благополучные семьи, на достаточно дорогих авто и так далее. То есть не скажешь, что человек не имеет ни образования, ничего абсолютно, но и удивляешься, чем более благополучный, тем больше он хам, к сожалению. Ну, это становится модой, мне конечно, кажется. Стоять на красный свет светофора, это считается как-то неприлично, так выходит, потому что ну вот с нового района, если проехать до Красного моста, особенно в вечернее время суток,
но в любом случае ты на 2, на 3 светофорах увидишь, что машины проезжают на красный светофор. Это только за один проезд. Вообще это, конечно, проблема, потому что мы, говоря это вот о нашем да, воспитании, о нашей ментальности, о мысли, то есть это вполне соответствует с правилами вообще и дорожного движения, вообще правилами нормального общежития. Куда-то это ушло, от этого ушли, и к закону не пришли, то есть вот что-то происходит с нами. Вы знаете, на выезде с города стоят у нас видеокамеры, они достаточно хорошо работают. Вот, и мы... А знак есть, что камеры ставят? Я извиняюсь, что перебил, потому что вот мне автолюбители тоже жалуются, что есть там, еще на мосту, есть камера, но ее нету. Она говорит, какие функции выполняются? Если знак камеры есть, то за границей везде есть. Это тоже дисциплинирует, это тоже как-то, если еще будут счета приходить, то это, естественно, будет какую-то реакцию иметь. Счета, вот куда счета? Многие люди у нас не работают. То есть это тоже Точно система, которая тоже связывает людей, приходят на работу, приходят домой, приходят счета. Здесь тоже у нас социально в этом плане она как-то не подвязана, понимаете? Даже если выставить видеокамеры по дороге, по трассе, то как взимать эту плату? Но вообще-то проблема, как кто-то из вас сказал, очень интересно, вся проблема в коррупции упирается. То есть человек не имеет зарплаты, но при этом ездит на дорогущих автомобилях. Я хотел бы к графику вернуться. Вот почему я посмотрел динамика по годам, там с 11 по 13 год. Вот в Гаграх столько же, как в Сухуми, а погибших даже больше произошло. Это сезонная вещь от летних или от чего это зависит? Да, вот тут какой-то четкий ответ дать невозможно. Да, здесь, анализ какой-то? Да, ну вот мы анализ проводим по всем параметрам. Мы проводим и по времени суток, и по дням недели, да, и по национальности, и по машинам. Да, то есть, вот, ну, конечно, мы для себя пытаемся, да, анализировать ситуацию и понять, систематизировать, что происходит. Вот, ну вот, например, освещение этой трассы, да, нашей. Кстати, один из графиков, который вы сказали, по да, ну вот видите, к сожалению, да, вот страшно смотреть, да, на вот это, да, что вот титульная нация, мы впереди планеты всей, да, получается, да, по вот таким страшным показателям. Вот. Что касается коррупции, да, то мы знаем эту проблему, мы видим эту проблему, но решить ее только тем, что организовать какие-то спецмероприятия и надеть наручники нашим гаишникам, это неправильно. Я не про гаишников, я в целом имел в виду коррупцию. Нет, давайте пока мы сейчас раз про ДТП говорим, да, мы в этом плане работаем, да, здесь и сейчас, да, вот мы уже над этим работаем, мы работаем над тем, чтобы повысить уровень заработной платы в ГАИ, да. Мы хотим, чтобы они были образованные, мы хотим, чтобы они были красивые, чтобы они были опрятные. Практически вот эти вот события, которые у нас происходят, они немножко отодвинули, но мы уже практически в парламенте продавили, да, получили добро на то, что в закон о милиции введут поправку. В соответствии с этой поправкой 30% от взимаемых штрафов будут поступать на спецсчет МВД. И у нас будет возможность премировать самых лучших сотрудников ГАИ. То есть, вот на простом примере скажу, да, человек, который стоит и поймал, например, состояние алкогольного опьянения, да, у нас единый штраф 12 тысяч рублей. А насколько он лишается прав? Пьяный водитель? Если при первом случае мы его штрафуем на 12 тысяч, если он в течение месяца не оплатил этот штраф, то мы уже имеем право лишить его права. Это, мне кажется, слишком либерально, если так сравнивать с Россией. Ну, сейчас давайте исходить из уровня нашей жизни. 12 тысяч это очень приличные деньги. Нет, я имею в виду насчет лишения прав там на какой-то определенный срок. Там в России тоже не сразу к этому пришли. Конечно, там все постепенно. Вот я что хотел сказать. 30% от этого штрафа это 3600 рублей. Эти деньги будут поступать на лицевой счет этого сотрудника. То есть у него будет возможность легально зарабатывать. Да, сколько он может? Ну, вот поймает он 10 пьяных, например, да, в течение недели. Вот представляете, какое подспорье для его семьи будет. Эти деньги будут напрямую уходить к нему. Сделай, как раз да, я думаю, что мы вот таким самым мы собьем, да, и желание у них брать взятки. И у людей, они поймут, что просто не с кем договариваться будет. Да? Люди, они будут понимать, что это все послужной список будет идти, это будет на его показателях отражаться. Он будет
Ну, сам... вообще, я извиняюсь, что перебил, просто хотим о многом поговорить, поэтому иногда мы вот перебиваем. Вот, Рауль, я хотел, вот, может, к вам обратиться больше, потому что вы новый человек, и мне, кстати, очень приятно, что вот новое поколение людей приходит в управление страной, то есть на уровне министров и так далее. Я думаю, это и потом и на премьерах, и на президентах, то есть какое-то новое поколение должно приходить с новыми мыслями, новым ощущением времени и так далее. Но тут какой-то замкнутый круг, потому что мы понимаем, чтобы реформу сделать МВД, чтобы она эффективная была, это должны быть хорошие зарплаты, соцпакет, это опять же страховая медицина и так далее. То есть опять упираемся в то, что нужны реформы отдельно взятом пальце, то есть МВД, а если весь организм лихорадит, то он не будет отдельно здоровый, это понятно. С другой стороны, что основную нагрузку, допустим, по реформе, по уменьшению коррупции, все вот экономисты, кто у нас здесь были, они вот там очень хорошо, пример кто-то сказал, Барателли Беслан, он сказал, я был в Сингапуре, они говорят, как чудо такое сделать, как вы экономическое сделали. Они говорят, мы писали многим странам проекты, говорит, они нигде не работали, потому что для начала надо убрать коррупцию. Коррупцию, я имею в виду, которая существует вообще в стране. Когда там будут деньги в стране, она прежде всего должна заняться реформой МВД. Это несомненно. Вот как вы собираетесь, и при этом ситуация с коррупцией опять же на вас это ляжет, основная нагрузка на МВД, ну, конечно, прокуратура, суд там и так далее. Вот у вас есть вот ощущение, как можно улучшить какие-то вещи в очень короткие сроки, какие-то вещи, я понимаю, там ситуация с тюрьмой очень сложная, допустим, ну, как они должны содержаться. С другой стороны, я вот хотел бы дополнить, вот, Рауль, вы говорили о том, что у нас действительно МВД это слишком много, то есть это и борьба с наркоманией, то есть отдельная структура, там и тюрьмы и так далее, очень много таких функций, которые действительно в других странах они выведены. Да, это отдельные направления, там огромные там специальный такой фронт работы, которым надо действительно днем и ночью там отдельно заниматься. Может быть, нам нужно действительно вот какие-то вещи структурировать. То есть сделать их, отдельно вывести, я не знаю, но все-таки тюрьму, наверное. Это насколько решит эту проблему? Ну вот, да. Вы как, у вас какое видение? Да, у вас... Ну, опять же, да, касаемо проблемы заработной платы в целом. Если у нас сейчас выборы президентские, новое правительство сможет решить этот вопрос, то это было бы, конечно, очень замечательно. Приходят кандидаты, общаются с сотрудниками МВД, и все говорят о том, что необходимо увеличение заработной платы. Это та форма, которая необходима для того, чтобы мы могли принимать на работу более подготовленных сотрудников и требовать с тех сотрудников, которые сейчас служат. Мы ездили в Москву, вы знаете, что хотим мы этого или нет, но финансирование Министерства обороны и внутренних дел и Службы государственной безопасности проходит с Российской Федерацией. Сумма, которую установили в 2009 году, она та, которая не меняется с этого года. Это очень небольшая сумма. Нету в России нигде таких зарплат сотрудников Министерства внутренних дел. Нигде нет таких зарплат. Мы ездили сейчас в Москву, принимал участие финансово-экономического управления по линии ГАИ, правового управления. Мы проговаривали уже зарплату на следующий год. И здесь есть в этом плане подвижки. Сегодня уже в аппарате МВД мы проводим оптимизацию всего личного состава. Штатного расписания, да. Мы смотрим, где какого количества людей, сохраняем те структуры, которые сейчас есть, усиливаем в той или иной степени. И выведем общее количество людей, необходимое для реального выполнения задач. С учетом всех вот этих вот отделов, управлений, подразделений, о которых мы говорим. Сокращения никакого не будет. Вопрос идет только об оптимизации. И мы выйдем на следующий год, скорее всего, договоренность уже предварительно в этом плане есть, о том, что зарплата будет в разы увеличена. В разы. Если наше правительство новое решит этот вопрос здесь, исходя из нашего бюджета внутреннего, конечно, мы же будем только этому рады. Но мы идем по этому пути, который нам предложили. Предложили утвердить ту структуру штатную, которую вы ее реально видите, мы сейчас ей занимаемся, и
скорее всего, мы выведем на следующий год уже новые цифры, и зарплата будет увеличена в разы. Нам, конечно, надо зарабатывать самим, но это МВД, я считаю, учителя, то есть это такие медики, это все бюджетники важны, но вот есть категория людей, там электрики, они очень важны, и мы не можем даже, может, ждать, пока наш бюджет вырастет в разы, чтобы уже решить ваши финансовые проблемы. Знаете, если поможет Россия, согласно договоренностям, это... Проблема возникла в 2009 году о том, что финансирование МВД, сумма стояла совершенно другая. Сегодня она составляет 329 миллионов. То есть фонд заработной платы около 190 миллионов. Если разделить на количество людей на месяц, то вот опять же мы выходим на сумму в 9-10 тысяч рублей. А в 2009 году в начале сотрудники наши получили заработную плату повышенную. Почему она потом в феврале уже, в январе получили? Почему она в феврале опустилась, эта заработная плата, для нас пока непонятно. Наверное, этот вопрос мы уже поднимаем, обсуждаем этот вопрос. И также будем его... То есть это то, что было выделено в 2009 году, после того, как Абхазия стала независимой. В январе сотрудники получили хорошую заработную плату. То есть намного выше, чем она сейчас составляет. А в феврале, вот я как говорил выше, опять она упала. Потом... Тоже есть статьи, в которых пенсионеры наши платят в пенсионный фонд порядка 23-24 миллионов. И, соответственно, с этого фонда, с пенсионного, эти деньги в МВД не возвращаются. Опять же, пенсионерам своим, которые как раз вот такую же сумму и составляют, мы выплачиваем с этой же суммы, которая 329 миллионов. Но 329 миллионов это... Ни на что не хватает. Конечно. Да, ни на что не хватает, ни на обеспечение, ни на автотранспорт, ни на те же видеокамеры, о которых мы говорим. Одна более-менее качественная видеокамера это размер стоит. Небольшой стройки, короче. Конечно, да. А что у нас по наркомании? Бюджет, вот если посмотреть бюджет, я спрашивал, бюджет города Сухум у нас составляет, порядка 800, по-моему, да, если я не ошибаюсь, Алексей. А сколько стоит, допустим, весь город, сейчас не на каждом квартале поставить Около 300 камер, конечно, нужно ставить. Это вот сколько? Всю Абхазию, чтобы накрыть хорошей, умной видеосистемой, умной, это не просто какой-то это реагирующая Да, она будет реагировать на неадекватные какие-то ситуации, она будет просчитывать, кто едет, она будет просчитывать, что за машина едет, она будет фиксировать, она будет передавать информацию в колл-центр. Это порядка $10 миллионов. Это только видеокамера. Да. А сам Нет, все вместе. Вот это все вместе. К нам приезжали специалисты из Израиля, предлагали свои услуги. Они предложили свои услуги. Сказали, там тянет все. Там тянет автодорожное, и то есть, в целом это, не знаю, это мы накрывали бы преступность на 50%. Цена нашего стадиона. Здрасте. Стадион намного больше стоит. Еще вопрос, вот опять, мы постоянно говорим о том, что бьются стекла. Но в автомашинах, которые приезжают в Абхазию, наши гости. Но опять же, видеокамер нету, и зафиксировать, что разбило стекло, очень тяжело, сложно. А около каждой машины не поставишь сотрудника с видеокамерой, чтобы зафиксировать. А наши люди, не пройдут мимо ничего. То есть практически, что лежит плохо, все берется. Это тоже культура. Берется все. Хотя бы возле гостиниц, таких ботанических, в таких местах скопления. В этих местах и практически, мы То есть поэтапно хотя бы надо делать какой-то город. Турист, он везде заезжает. Ему интересно заехать в самый закуток, в место, где там никого нету, чтобы уединиться, выйти на море. Там и происходит то, что мы и говорим. Беда, знаете, в чем? Преступники у нас очень прогрессивные. Они не стоят на месте. Они живут в 21 веке. Они используют уже новейшие разработки, какие-то технические средства. А мы пытаемся с ними бороться 18 веком. Не получится так. Надо идти в ногу со временем. Нужно так, сделать так. Возьмем, к примеру, разбойное нападение, совершенное на Абхаз-берегозащиту. Ситуация показала, что они весь город проехали без масок, и маски одели только в тот момент, когда въехали на территорию. И совершенно спокойно совершили разбойное нападение, забрали очень приличную сумму денег и уехали. И опять же сняли им эти маски.
Вот представьте себе, если в городе стояли бы у нас видеокамеры. В любом случае на какой-нибудь камере они бы отметились. И сегодня этот разбой был бы раскрыт. А мы барахтаемся, мы ищем, ну это же неправильно. У нас очень мало времени, может быть, еще хотелось бы об одной огромной проблеме, которая существует в нашем обществе, это вот проблема с наркоманией, потому что в условиях нашей маленькой нации это суицидные вообще вещи, то, что происходит с ДТП и с наркоманией, это просто уму непостижимо, когда мне знакомые спрашивают, я говорю, опять кто-то умер, опять привезли кого-то или здесь, но это катастрофа, я не знаю, что с этим можно делать. Самое первичное какое-то. Надо в корень смотреть. Вот, скажем так, политика Грузии в отношении Абхазии, она всегда была такой разрушающей, да, и на корню. Те сотрудники, которые работали до военное время и по направлению борьбы с наркоманией, они все в один голос рассказывают, что нас по показателям не били, не терзали, не выговорили. То есть политика Грузии была такая, что пусть погрязнет Абхазия в наркомании. И вот мы сегодня пожинаем эти плоды, да, то есть вот это вот на генетическом уровне, что произошло, да, у нас вот такое количество наркоманов, да, и плюс вот это вот вопиющая безработица, людям деваться некуда, и они ударяются вот в эти вот проблемы. МВД в этом направлении работает. Пусть кто что хочет говорит, но работа ведется. Я просто, если начну цифры говорить, да, они очень впечатляющие. Давайте, может, да, есть шанс. Да, мы же говорим, что это сколько их да, у нас их там 20 человек работает. 20 человек, а вы представьте. Это в управлении по борьбе с почему так? Это одна из только за проблем. прошлый год метадон, а он самый такой распространенный сейчас у нас, это метадон, в основной своей массе он завозится с Санкт-Петербурга, там были лаборатории, хотели перейти на метадоновую программу. Синтетический, да, такой наркотик, он серьезный наркотик, и привыкание у него с первого раза практически. И почему с Питера? Потому что Матвиенко, она тогда решила ввести эту программу. И создали там лабораторию. Метадоновую, да. То есть химическим лабораторным способом они их производят. И в основной своей массе оттуда везут метадон. То есть в Грузии у нас наркотик практически не идет. Там, не практически, а его там нету. А вот с Россией это Питер. И вот только в прошлом году это то, что смогли, это 200 грамм было. В этом году мы уже за полгода уже 180 грамм изъяли. Вот, это завозится железнодорожным транспортом, завозится автомобильным транспортом, в основном через границу. И представляете, насколько сложно вот такой маленький пакетик, где там 20 грамм или 30 грамм, а 30 грамм это уже очень много. То есть 1 грамм это около 15 человек употребляют. Вот, только 1 грамм. Если 1 грамм в Абхазии стоит 35 тысяч, 33 тысячи, то в Питере, в Санкт-Петербурге он стоит 3-5 тысяч. Вот такая вот разница уже сюда, когда он попадает. Ну, опять же, вот как говорю, доставляют там любым способом. Это, в основном это железнодорожный транспорт и автомобильный транспорт. Давайте озвучим просто, да, цифры. Вот я привез с собой сейчас статистику, вот только за ближайшие 3 года, да. Вот, конопли изъято 450 корней, мака 312 корней, ацетила опия 5,72 грамма, сухой экстракт маковой соломки 30 грамм, героин 26 грамм, марихуана, каннабис, вот это у нас краснодарская конопля, мы очень любим, как говорится, да, 55 килограмм. Это огромная цифра. Просто вот опытные, скажем так, наркоманы, они сейчас ужаснутся, да, что от них ушло, да, скажем так. И вот переходим к самому страшному на сегодняшний день наркотику, да, к которому привыкание идет практически с первого раза, это злополучный метадон, да, 689 грамм. Да, вот вроде бы так цифра не звучит, да, мол, даже до килограмма не дотянули, но это больше 11 тысяч доз. Вот представьте себе, сколько, вот если мы говорим о том, что привыкание идет, да, с первого, максимум со второго раза. 11 тысяч доз, да, вот сколько людей
могли у нас вот попасть это под это зло. национальной Ну что делать с этим? конечно. Да, ну вот давайте так. Что с этим делать? Что делать в других странах? Да, что делать здесь? На мой взгляд, тех людей, которые уже употребляют, конечно же, их надо лечить. Наша задача этот процесс, насколько это возможно, остановить. Соответственно, меньше будет появляться новые наркоманы из числа молодых. И, наверное, там, через 3-4 года мы сможем сбить количество общее. Потому что, сажать тенденцию надо. Да, конечно, сбивать тенденцию. Сажать тех людей, которые уже употребляют. Это не эффект. Конечно, это не эффект. Ничего это не даст. Задача только сбить. Какими способами? С Россией, например, очень тяжело у нас в этом плане идет взаимодействие, потому что для них это крупные поставки, их подразделения, которые этим занимаются, у них только крупные поставки с Таджикистана, с Узбекистана. А вот с такими маленькими, как 20-30 грамм, они даже в принципе не... Это сложнее отлавливать тоже такие. Конечно. Конечно, да. Потом возят все, возят и женщины, и ребята, и могут и ребенку тоже положить для того, чтобы он перевез через ту же границу. Конечно, ситуация очень тяжелая. Потом они очень серьезно применяют новшества, делают те же самые закладки, то есть отправляют деньги в Россию через Киви кошелек, просто кладут на день, деньги уходят оператору, а оператор уже говорит здесь, в Абхазии, где около какого там куста или около какого здания лежит там этот пакетик. То есть он просто присылает данные и все. Они уже к новым технологиям. Конечно. Они впереди планеты все идут. Да. Кстати говоря, в отличие от ДТП, мне кажется, тут влияние идеологическое и вообще она даже больше будет эффективна, чем даже по ДТП. По ДТП, мне кажется, все-таки базовый должен быть закон, соблюдение закона и неотвратимость наказания. Здесь больше как раз нужно работать с головой, с детьми, с пропагандой, конечно. идеологией. Это не вообще есть, что касаемо борьбы так законодательно, да, у нас долгое время работала только одна статья, 224. То есть вне зависимости от того, вот поймали тебя, все, ты у нас считаешься сбытчиком, да, если у тебя там доза превышающая там допустимую для себя, как для пользователя. И люди получали очень серьезный срок. Там статья начиналась от 8 и выше. И причем сидеть нужно было день в день. То есть не распространялся вот этот наш временный порядок исчисления сроков, там день за 2, день за 3. Здесь день в день шло. Наверное, скорее всего, правильно, да, все-таки реанимировали 223 статью, да, и теперь, значит, если мы не можем доказать сбыт, то, соответственно, человек у нас получает совершенно другой срок. Составляющая тоже была у того закона. Да, согласен, да, вот. И теперь, вот представьте себе, в условиях Абхазии, да, от начала до конца провести операцию, доказать и поймать сбытчика. Что от нас требует общество, да, мы слышим, что все говорят, поймайте сбытчика, поймайте сбытчика. 20 человек у вас в отделе. У нас есть материал очень серьезный, да, вот с той же самой марихуаной, да, провели очень масштабную операцию, да, и за один раз изъяли там 40 килограмм марихуаны. Это было такое, но к этой операции люди готовились чуть ли не полгода. Понимаете, это нужно было чуть ли ввести в эту структуру человека, потом осуществить закуп. Да, а в основном-то у нас сидят все, которым просто незаконное хранение, перевозка или сбыт, да, то есть без сбыта, без цели сбыта. Вот, например, у нас сидит одна небезызвестная женщина, да, не хочу ее фамилию говорить, уже просто как притча во языцах, да, 53 грамма метадона. Вот представьте, 50, да, огромная, 53 грамма, представляете? Она реально сбытчица или может ее там она перевозила? Сбыт ей не был доказан. Сбыт ей не был доказан. Она просто встречала поезд и получила, да. А много у нас вообще людей, которые сидят вот по статье, там, связанной с наркоманией? Естественно, у нас, вот просто если по цифрам брать, да, вот 220 уголовных дел, да, вот за тот период, который я сказал, да, у нас из 189 уголовных дел передано в суды. Да? Значит, у нас на сегодняшний день 10 граждан Российской Федерации, 7 граждан Республики Абхазия сидят. В общем, там цифры такие, что
получается, ну, в среднем в месяц, да, 2-3 человека у нас по этим статьям попадают. Вот так если брать. Рауль, вот и Алексей тоже, у меня к вам такой общий вопрос. Мы еще, если время будет, мы хотели поговорить, и еще есть темы, о которых мы хотели говорить, но вот возвращаясь вот к тому, что многие сейчас говорят предвыборный период о реформах. Вот у вас есть пакет необходимых краткосрочных, долгосрочных и других мер, если не по реформе, потому что когда часто употребляют слово реформа, это надо всегда подразумевать, что для этого нужны деньги, нужна программа, нужны люди, то есть, которые ее будут исполнять. Но если у вас какой-то пакет необходимых мер, законодательных, там, я не знаю, финансовых, технических, вот к новой власти, которые, я надеюсь, вот вскоре мы изберем. И, кстати, как мы к выборам, вы тоже готовитесь, наверное? Есть ли этот пакет мер, которые вы готовы предложить новому правительству? Конечно же, самое главное, начиная реформы, нужны средства. Без средств начинать реформы — это просто пустая трата времени. Сотрудники хотят от нас увидеть реальные действия. Если мы их не сможем им преподнести, вот мы как руководство, то все это будет напрасно. Поэтому мы надеемся, что все-таки новое руководство, новое правительство сможет на это повлиять и сможет изыскать возможности для того, чтобы, понятно, что проблем, правильно вы говорите, много и у учителей, и у медиков, и у многих-многих других служб. У военных тех же. И у военных тоже также. Ну, соответственно, надо поднимать зарплату всем, и в МВД в том числе. Но сотрудники МВД делают очень сложную работу. Сотрудники ГАИ, они с утра до вечера стоят на трассе. Сотрудники ОБЭПа работают на то, чтобы выявить эти нарушения в экономическом плане. Соответственно, и налоги будут, поступления в бюджет будут выше. То есть государство и механизмы все государства, на мой взгляд, должны работать сообща. И это говорит только о общей команде. Если будет понимание, и я думаю, что мы сможем двигаться вперед. А говорить сегодня о том, что вот законопроекты новые какие-то, конечно, они есть. Вот об одном из них Секунфович сейчас говорил. И эти процессы будут только развиваться. Говорить о том, что сегодня перестроить все МВД, но такой задачи нету. Потому что и смысла нету такой задачи. Мы немного оптимизируем сегодня саму структуру как таковую. Смотрим слабые места, добавляем туда людей. То есть где какие-то увеличения количества людей можем убрать, перекинуть куда-то в другое место. Вот вы говорите, по борьбе с наркотиками у вас там 20 человек, да, по-моему, в отделе. Это, конечно, это катастрофически мало. Это я, конечно, не специалист, но по сравнению с тем, что должно быть. Потому что это одна из главных проблем, всего 20 человек. Ощущение, что у нас я даже там, не знал, что столько людей. Несколько тысяч реально таких ежедневных там наркоманов. Ну, сотрудник, да? 3 человека задействованы только для того, чтобы поехать в Адлер, в Сочи, оттуда начинать уже следить, а некоторых мы отправляем и в тот же Питер, чтобы следить оттуда уже. Потому что это же не так просто человека выявить, потом еще и надо доказать, это же надо еще найти, агентурная работа, средства на это должны быть огромные. Но у вас есть вот этот пакет первоначальных, самых необходимых мер, которые вот новому правительству, вы его уже, я думаю, продумываете? Вот такого глобальных каких-то вот таких вещей сейчас о них говорится сложно, да, вот все зависит от того, кто придет, да, какой президент, с какими начинаниями, с каким подходом. Ну, я бы, например, предложил обязательно изменить, скажем так, форму оценки деятельности МВД. Да, на сегодняшний день она у нас очень скучная. Это цифры, сколько было типа совершено в прошлом году, конечно, сколько совершено в этом году. Ура, у нас на минус 5 преступлений. Но это абсолютно не передает реальное положение вещей. Да, вот я считаю, что нужен очень жесткий контроль со стороны общества. Обязательно нужно ввести вот такую структуру, да, в которой будут представлены все политические игроки, да, на нашей арене. Да. Обязательно должны быть общественные деятели. И причем это должно быть и как в самом в центре, да, то есть над всей деятельностью МВД в целом, да, так и по регионам. Общественный то есть, совет такой. Да, в России он общественный совет называется, да, там в Ирландии там полисбод называется, да. И причем мы очень должны быть очень серьезно бояться вот этого общественного контроля, да, что нам должны говорить: ребята, вот тут вы не дорабатываете.
Если вы это не исправите, для вас будут очень серьезные последствия. То есть контроль со стороны общества должен быть такой, что мы должны его реально бояться. Это нас будет подстегивать. Просто не надо изобретать велосипед. Во всем мире уже давно к этому пришли, что за полицейским 5-6 человек следит. И вроде бы страшно, да, так, знаешь, сам я, как говорится, лезу в такое ярмо, но я уверен, что результат будет. Потому что если сотрудники начнут подтягиваться, они будут понимать, что вот такими вот какими-то сухими цифрами, да, ничего абсолютно непонятными для простого обывателя, рассказать о своей деятельности, это ничего не значит. А что может быть вообще показателем вот оценки? Я бы, например, сказал так, исходя из сегодняшней ситуации, да, взять, например, взять городское или районное собрание, да. Предположим, они вызывают к себе начальника, да, подразделения и заслушивает отчет. Но при этом само городское собрание, конечно, при этом должно провести какую-то определенную работу. Они должны провести тестирование, да, провести опрос населения, да, там, собственную какую-то работу провести там, по укрытию преступлений. И потом вызвать начальника на ковер и сказать: мой хороший, ты плохо работаешь, ты свободен. И все, вот понимаете, если так это будет происходить каждые полгода, начальник будет суетиться, будет работать, он будет дергать своих подчиненных. Вот такой должен быть, вот такая и должна быть оценка. А вот это вот, опять же, повторяться не хочу, да, вот, просто на коллегиях сидишь, хоть заснуть можно, да, что вот в прошлом году было 100 преступлений, в этом году было 120. Какой ужас, у нас рост. Понимаете, но это же не показатель, надо в целом без этого, конечно, нам тоже не обойтись. Нет, цифры-то нужны, естественно, без них никуда не нет желания, денешь. вот, допустим, у сотрудников, как бы сказать, вот 120, не дай бог мы прошлогодний показатель превысим, давайте уменьшим показатель, не будем фиксировать. Вот она и вот это и есть проблема, конечно. вот это и есть проблема. Не нужно судить по тому, сколько ты зарегистрировал преступлений. Не нужно исходить из этого. Нужно исходить из показателей, из доверия населения к обществу, к милиции. Вот из этого надо исходить. Да, главное еще важна очень принципиальность в подходах. Это, на мой взгляд, в работе это очень важно. И понятно, что мы все знакомы, но главное это принципиальность. Во многом, если мы будем держаться, и все начальники райорганов, и все начальники управлений, если будем держать это направление, то можно во многом улучшить ситуацию. Вопрос же в чем? Доверие общества. Вот я ездил несколько лет назад, был в Барселоне. И меня удивила одна ситуация, когда слышу, идет митинг, такой шумный, что-то кричат наверху по дороге. Люди, там большое количество людей. Думаю, что происходит? Вышел на улицу, смотрю, впереди едут 6-7 машин полицейских, довольно-таки серьезно одеты. Внутри в машинах бронированные машины и сопровождают этот митинг. То есть они идут параллельно этому митингу и сопровождают там какое-то отделение от Каталонии, да, там у них свои такие проблемы внутренние. Но настолько им все верят, доверяют, что они их оберегают, этот митинг. Они идут вместе с ними, никто их не выгоняет, этих сотрудников, там, уходите, мы сами пройдем чего. Нет, они идут параллельно, то есть доверяют, что они выражают свое мнение, да, но сотрудники милиции, полиции их охраняют, то есть спокойно двигаются по дороге вниз. Равль, у меня к вам, нам с режиссерской уже подсказывают, что у нас осталось 5 минут, поэтому как-то, может быть, начнем подводить итоги. Я хотел бы, знаете, такой вопрос, немного он и риторический, может быть, он немного провокационный. Вот вы понимаете ситуацию, которую вы пришли в министерство, ситуацию в Абхазии, мы сейчас обсудили, коснулись, конечно, мы многих тем не задели, там и ДТП, и коррупции, наркотиков и так далее. Насколько нас хватит, если это так будет дальше продолжаться? Вы понимаете, что то есть проект абхазский не состоится, конечно, если мы не остановимся. И вы вообще объем работ, сложности, я вообще даже не представляю, сейчас идти сюда, насколько это уверенность и силы, и надежда на то, что что-то получится. Знаете, Министерство внутренних дел прошло огромный путь, исторический путь. Милиция абхазская
Вот еще раз я как начал с этого, также и хочу закончить. Очень сложные времена у нас были. Это и 98 год, это и 2001 год, где сотрудники милиции практически везде принимали участие в таких вот боестолкновениях наших. И поэтому и сегодня это огромный опыт, и многие сотрудники сегодня работают, многие начальники, это те сотрудники, которые прошли нашу отечественную войну, послевоенный сложный период. И мне совершенно в таком коллективе не сложно, понимаете, просто нужна поддержка нашего государства, а мы со своей стороны проявим всю принципиальность для того, чтобы помочь нашему населению, заручиться поддержкой для того, чтобы все-таки добиться тех результатов, от которых наше общество просит и требует. Планка для нас очень высока. И цена вопроса очень высока. И цена вопроса очень высока. Это каждая жизнь, каждая смерть наших людей. Мы не боимся, мы будем двигаться. Будет тяжело, но это наша задача. И будем стараться максимум поднять такую планку. Самое трудное кресло, поверьте, самое трудное кресло — это кресло министра внутренних дел. И я всегда считаю, что человек, который стал министром внутренних дел, это большой энтузиаст. То есть он впрягается в очень... и пытается разрубить такой узел. Это очень непросто. И бояться не стоит. Да. Мне кажется, действительно, мы всегда говорим о правопорядке, и очень нам хочется всегда, чтобы сняли, ответственность переложили исключительно на МВД. И когда говорили о наркомании, мне подумалось, я просто не вставил об этом свои 5 копеек, не вставил. Я заметил, что нет ни одной общественной организации в реальности, которая контактировала бы с МВД, наверное, по поводу по борьбе с наркоманией, регулярно. Она, если бы узнали эти проблемы изнутри, конечно... То есть наше общество, оно очень инертно в этом плане, и мне кажется, оно слишком пытается все на госструктуры перекинуть. Знаете, сейчас, парень в Фейсбуке, если касается соцсети, он говорил о том, что многое количество людей видело, как ломают стекло в машине. 01 регион, наша соседская, братская республика, и все прошли мимо. Как так? Должна была приехать милиция, конечно, обязательно. А кто-нибудь позвал эту милицию? Кто-нибудь сказал, что там поломали? Пока не пришел этот человек, и не сказал, что там у меня украли фотоаппарат или личное его имущество, мы об этом не узнали. А много сотрудников, и мы на камеру об этом видели, не сотрудников, а жителей нашей страны. Это, конечно, хочется, чтобы ситуация менялась. Я закругляюсь, все-таки эфирное время истекает, у нас в самом разгаре выборная кампания и так далее. Я так думаю, эфира у нас режиссер уже показывает, что на часах мы... Так вот, мы говорим о правопорядке, и тем не менее все время требуем от структур этого порядка достичь этого порядка. Но мне кажется, если ничего никогда не получится, если у самих граждан этот правопорядок тихо-тихо сам не наступит в голове. То есть пока мы не станем сами стараться быть законопослушными, не только законопослушными, но и здесь и дело и в воспитании, и в культуре и так далее. Здесь очень многое чего, самоконтроль граждан, он так или иначе приведет к правопорядку в целом. И здесь одно Министерство внутренних дел, прокуратура и так далее, все эти силовые структуры абсолютно будут бессильны, если мы действительно, реально сами граждане, и денег никаких не хватит. Да, и денег никаких не хватит. Если мы сами действительно не захотим этого правопорядка, у нас его никогда не будет. Никто не придет со стороны, нам этот правопорядок не принесет. Эфирное время заканчивается, так что мы будем прощаться. Спасибо вам большое. В условиях малого общества, конечно, и любая проблема становится большой. С другой стороны, в маленьком обществе можно быстрее порядок навести. Конечно. Мы надеемся на вас. Мне очень приятно, когда мои ровесники, даже чуть младшие, становятся министрами. И я надеюсь, что это обновление и ветер перемен скоро придет во всю страну. И надежда на вас во многом. Спасибо еще раз. Спасибо и вам. Абзейрас, счастливо. До свидания.